Есть такое мнение. Чем больше у народа слов для обозначения чего-то, тем важнее это явление в его жизни. Например, говорят, что у саамов, живущих в Норвегии, есть около 180 слов, обозначающих снег и лед. Правда это или нет, не знаю, но вот у татар, например, невероятно много слов, связанных с лошадью. Посмотрите сами. Лошадь от, мерин олаша, кобыла бие, жеребенок до года ябага, до 2 лет той, старше байтал, жеребец ойгыр, жеребенок кулун. А еще есть слово елка. Это лошадь, которую специально откармливают на мясо. Но, к сожалению, есть одна тема, которая может соперничать с лошадиной по богатству слов. Это степени пьянства. Вот послушайте. Исрек пьяный, лоякл сильно пьяный, лях совсем пьяный, кызмача немного выпивший, ишкен солган просто выпивший, ишеп алган салып алган. Привел себя в состояние опьянения. Ширген чуть-чуть выпил, щумрген выпил много, сәрхуш алкоголик, сәрхушленген стал алкашом, кайфле на веселе, щемордаган выпил, но не повеселел, куңелеленген стал веселым. Даже слово, обозначающее трезвость, оек, не всегда однозначно. Если о человеке говорят оек, это может означать, что он вообще пьющий, но сейчас трезв. А если добавить усиление, шар оек, совершенно трезвый, то, как ни странно, это может говорить именно о том, что человек обычно пьет, но вот сегодня держится. Есть и множество устойчивых выражений. Тютюн булган стал как дымок, то есть уже плывет. Омар булган, как тесто, потерял устойчивость тела. Зингельдеп тұра, зенит, шатается. Ояклары тутмый, ноги не держат. Теле бейлене, язык заплетается. Теле күрмөклене. Начальная стадия, когда язык заплетается. Ояктан егылганчы, да упаду, дуңгыз булганчы, пока не стал свиньей. Вот ведь как. Конечно, пьяные люди были и раньше, но в старых произведениях до 20 века таких подробных эпитетов не встречается. Там просто писали «человек пьян». А вот настоящее пьянство среди татар началось после войны. Это была настоящая эпидемия. И то, что язык так богато описывает состояние опьянения, прямое отражение этой болезни времени, столько загубленных жизней. Можно сказать, что татары только недавно перестали пить. Современное поколение уже не пьет. И, думаю, к счастью, даже не знает значения половины этих слов. И артисты на сцене не изображают пьяных, что было очень модно раньше. И это приятно, это уже не актуально. Но есть еще одно слово, у которого синонимов даже больше. Об этом в следующий раз.